Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня», в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. В Жирабчинском районе произошло аварийное отключение котельной. Расскажем о последствиях и ремонтных работах. В Национальном центре медицины возобновлен плановый прием пациентов. В Якутии детям-сиротам, стоящим в очереди на получение квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку или строительство жилья. Подготовка к пожароопасному сезону. В Якутии состоялось заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. В преддверии открытия сезона Национальный парк Ленские столбы проводит подготовительные работы. Начнем с эпидобстановки. За минувшие сутки в республике выздоровели 2792 человека. Госпитализировано 95 человек с COVID-19, в том числе 21 ребенок. Всего выявлено 2708 случаев инфицирования коронавирусом. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания и скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции. Между тем, Национальный центр медицины возобновил плановый прием пациентов. Напомним, в связи с эпидобстановкой учреждение приостановило прием на 2 недели. О работе медцентра и его правилах приема расскажет Любовь Гоголева. Получается шейный отдел и грудной отдел, поясничный. При любых неясных вопросах в помощь пациентам и родственникам приходят сотрудники колл-центра Национального центра медицины. В эти дни население в основном интересует один вопрос – как работают отделения. Мы работаем круглосуточно, работаем с населением. Мы первично попадают звонки, помогаем населению, можем записать сразу, чтобы не подходили, да. С сегодняшнего дня с учетом всех противоэпидемиологических мер в Республиканской больнице номер 1 Национальный центр медицины начинается работа по плановой госпитализации пациентов по всем направлениям. Мы 3 недели назад в помощь первичному звену амбулаторно-поликлинической помощи начали записывать взрослых кардиологических пациентов. Мы принимаем, а также в помощь детскому населению первичному звену. Здесь получают оказание медицинской помощи дети, городские дети, которые здесь также получают по 8 профилям оказания медицинской помощи именно на амбулаторном этапе. Также на сегодняшний день в Национальном центре медицины развернуто 280 коек инфекционного профиля, и у нас работает еще 30 коек детского инфекционного отделения. Полностью возобновил прежний режим работы и педиатрический центр. Здесь оказывают специализированную медпомощь детям с COVID-19. Также получают лечение сопровождающие, у кого положительный ПЦР. Наша поликлиника консультативная с сегодняшнего дня также начинает полностью прием возобновлять, то есть и районные пациенты, и городские пациенты без ограничений могут приходить, получать у нас специализированную медицинскую помощь в консультативной поликлинике в обычном режиме. В поликлинику можно записаться через госуслуги. Также есть у нас телефон единой регистратуры детской, это 39 52 67. Любой пациент может самостоятельно позвонить и записаться на прием в нашу поликлинику в удобное для него время. Работа перинатальных центров переведена для приема здоровых рожениц и с коронавирусом. А клинический центр медцентра при любых обстоятельствах в постоянном режиме продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь по профилям – пульмонология, гастроэнтерология, эндокринология и кардиология. Так, сегодня без ожидания и препятствий на плановую операцию поступают БАИНы. Мы ложимся на операцию, у нас удаление желчного пузыря. Мы как записались сначала хирургу, гастроэнтерологу, нас направили в медцентр, мы с поликлиники, с 3-й поликлиники. Нам сюда направили, здесь сделали УЗИ и направили на операцию, на оперативное вмешательство. Недолго сначала направили на анализы, сдали анализы, УЗИ, ФГДС, и все, после ПЦР сдали, все сюда. С отменой ограничительных мер в Национальном центре медицины теперь населению республики будет оказана качественная медицинская помощь в полном объеме. Любовь Гоголева, Георгий Григорьев, Якутск.
К другим темам. Минувшей ночью в селе Чурапча произошло аварийное отключение котельной, которое было подключено более 200 частных и 11 многоквартирных домов, а также 9 социальных объектов. Аварийная бригада незамедлительно приступила к ремонтным работам. О том, какова ситуация в районном центре Чурапчинского района, расскажет Саргалана Неустроева. Причиной аварии на котельной гимназии стало обрушение стены старого здания. Завалы удалось разобрать только к 3 часам ночи. Без тепла остались 132 жилых дома и 7 многоквартирок. Пострадали и 5 социальных объектов. По состоянию на 14:00 8 числа магистральные тепловые сети восстановлены. Сейчас идет запитка теплоносителя непосредственно в магистральные тепловые сети. К восстановительным работам на поврежденной теплотрассе привлекли силы не только местного предприятия, но и соседних филиалов ГУП ЖКХ Татинского и Мегино-Кангаласского районов. Присоединились к специалистам и местные жители. Стоит сказать слова благодарности местному населению. Все очень хорошо, оперативно отработали, в том числе и добровольцам, которые сейчас помогают нашим работникам ЖКХ. Для полной безопасности населения развернули пункты временного размещения. Однако пока обращений, к счастью, не поступало. А это значит, что угрозы здоровью местным жителям нет. Повезло, если это можно так назвать, и с погодой. Всего около 34 градусов мороза за окном. Тем не менее, очевидно, сложившаяся ситуация стала результатом преступной халатности. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры, в том числе приняты меры по восстановлению прав граждан, также привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Проверка находится на контроле прокуратуры района. А пока жителям села пришлось вновь вернуться к печному отоплению и обогревательным приборам. Правда, в этот раз ненадолго, как отметил министр, подачу теплоэнергии во всех домах возобновят уже к концу дня. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Чурапча. Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров республики с органами местного самоуправления. В ходе работы была обсуждена подготовка к пожароопасному сезону текущего года. В частности, были рассмотрены вопросы исполнения федеральных и региональных требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон. Из муниципальных образований в заседании приняли участие представители Намского, Горного, Кобяйского и Хангаласского районов, а также города Якутска. Мы совещание уже проводим второй месяц, можно сказать. С января мы начали работу оперативный штаб в рамках поручения главы по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. И сегодня мы послушали центр. Все районы, 36 районов мы поделили на 6 районов, арктические зоны на 2 зоны. Это центральный, заречный, западный, южный и 2 арктических. Сегодня мы послушали центральную зону, и здесь скажу, что мы то, что требуем, они, по сути, доложили, и сегодня они комплексные планы, по сути, все нашими лесничествами согласовали, но проходит процедура согласования с федеральными органами. На строительство и обустройство приютов для содержания безнадзорных животных из государственного бюджета могут выделить 100 миллионов рублей. Законопроект по корректировке бюджета на 2022 год внесен в парламент и будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании 15 февраля. Отметим, что в бюджете республики на текущий год на мероприятия по отлову, транспортировке, содержанию, лечению и стерилизации собак предусмотрено 60 миллионов рублей. Аналогичная сумма была заложена и на 2021 год. Из них 28 миллионов рублей получил город Якутск. С учетом корректировки общий объем финансирования составит 160 миллионов рублей. В районе Сот-Птицевод проводится большая работа по строительству сетей газораспределения высокого давления. Общая протяженность газовой трубы составляет 3850 метров. Сейчас на участке работники компании «Сахатранснефтегаз» ведут земляные работы, в ходе которых выкопано порядка 3 километров и проложено, соединено полтора километра трубопровода. Таким образом, будет построен газораспределительный пункт и выполнена закольцовка низкими сетями на 10-м километре Покровского тракта. Отметим, что к данной газовой сети в первую очередь подключат котельную новой речевой школы. По Покровскому тракту по левой и правой стороне мы должны в этом году построить 10 объектов. Не считая коррекционную школу, по правой стороне мы должны построить порядка
11 километров газопровода, это высокое и низкое давление. И по левой стороне порядка 4 километров газопровода. Если вот взять отдельно правую сторону, мы в этом году должны построить 2 ГРП с сетями газораспределения низкого давления общей протяженностью 10 километров 350 погодных метров. Это нам дает возможность уже с конца этого года подключить порядка 1500 отказов по правой и левой стороне Покровского тракта. Мы планируем подключить где-то порядка 2000 абонентов. Получить жилье станет проще. В Якутии детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста и все еще находившимся в очереди на получение квартиры, будут выдавать сертификаты на покупку или строительство жилья. Но есть и строгие условия. Обо всем подробнее смотрите в сюжете Мадины Халиковой. Анна Ю уже несколько лет живет в Якутске и стоит в очереди на получение собственного жилья. Анне 24, она замужем, работает и воспитывает ребенка. Переехала в столицу из Вилюйска. Пока до заветных квадратов еще далеко, ведь перед ней еще несколько десятков человек, таких же желающих. Но сейчас, с принятием нового закона в республике, получить свою квартиру ей стало гораздо проще. Ведь дети-сироты, достигшие 23-летнего возраста, могут получить сертификат на покупку жилья. И этой возможностью девушка решила воспользоваться. Я решила поучаствовать, потому что это наиболее выгодное предложение, потому что когда выдают квартиру, это 33 квадратных метра, это очень мало. У меня уже есть сын, поэтому одна комната это уже как-то тесновато. Поэтому хочу подать заявление на получение. Сертификат суммой около 3 миллионов рублей выдается на положенные 33 квадратных метра. Но все же при его использовании можно добавлять собственные средства или же воспользоваться материнским капиталом, а также ипотечными программами, как льготной, так и дальневосточной, и приобрести жилье уже нужной площади. Также можно потратить сертификаты на долевое строительство и на покупку участка с домом, или же под возведение своего здания с нуля. Заявление подается в орган местного самоуправления, то есть к нам в отдел опеки. Они приходят и по перечню документов, которые в порядке установлены, они подают нам заявление. На основании этого заявления мы в течение 30 дней рассматриваем, потом уже направляем в Министерство строительства, это дирекция жилищного строительства, уже список тех детей, которые соответствуют этим параметрам. Условия для получения жилищного сертификата достаточно строгие. Человек должен достигнуть 23-летнего возраста, не иметь судимости, не состоять на учете в психо- и наркодиспансерах и работать не менее 12 месяцев. Сертификат позволяет именно тем детям, которые у нас на сегодняшний день достигли 23 лет и имеют, дееспособны, не имеют судимости, имеют постоянную работу, для них возможность получить более быстрыми способами, не дожидаясь завершения строительства объектов, а уже самим выбрать, если есть кому желание улучшить жилищные условия, не однокомнатно, а двухкомнатно, могут уже в рамках других социальных программ, льготных ипотечных продуктов приобрести на более большую и лучшую жилье. Только в Якутске в очереди состоят без малого 850 детей-сирот. Из них под программу получения сертификата попадают более 250 человек. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск. Культурное богатство Севера в центре внимания. На базе Российского государственного гидрометеорологического университета создан консорциум «Мировое историко-культурное наследие Арктики». Основной целью нового объединения станет сохранение материальных и нематериальных активов, связанных с Арктикой. Это природные, архитектурные, исторические памятники Заполярья. Особое внимание будет уделено сохранению культурного наследия коренных народов Севера. Из-за труднодоступности долгие годы регион не был приоритетным для научного сообщества. Но в последнее время становится больше экспедиций в Арктику. Ученые создают карты, где фиксируют самые значимые и важные для истории места. Например, на территории Якутии, на островах архипелага Де-Лонго, это Булунский район, исследователи отметили уникальную находку. Там есть остров Жохово, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Возраст этой стоянки 9000 лет. До сих пор это большая загадка, что 9000 лет назад люди делали в столь широкой, высокоширотной Арктике. Там были проведены серьезные раскопки, наши как раз специалисты из Петербурга, археологи копали эту стоянку. Но до сих пор это какая-то фантастическая загадка, ничего подобного больше мы не знаем, никаких примеров таких.
Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете отметили День российской науки. В ходе мероприятия было отмечено, что в СВФУ уделяется большое внимание подготовке научных кадров. Так, за минувший год университет выступил организатором более 200 молодежных научных мероприятий. Отличившимся студентам и преподавателям были вручены благодарственные письма, почетные грамоты и специальные стипендии. Отметим, что в рамках празднования Дня российской науки в университете проходит неделя научного творчества. Программа включает 43 мероприятия, в том числе лекции, дискуссионные площадки, мастер-классы и семинары. Под занавес года достаточно весомая делегация Северо-Восточного федерального университета со студентами и молодыми учеными приняла участие в работе Конгресса молодых ученых, который проходил в городе Сочи. А также, наверное, знаковым для года молодого исследователя является то, что из 120 лабораторий, которые были поддержаны в рамках научно-образовательного центра, 3 молодежные лаборатории выиграны Северо-Восточным федеральным университетом. Утвердили план года культурного наследия народов России в Якутии. Всего в план вошло 82 мероприятия. Частично мероприятия перекликаются и с планом по празднованию столетия ЕССР. Всего в план вошло 82 мероприятия. Поступали предложения от исполнительных органов власти, учреждений культуры, муниципалитетов, СВФУ, Ассоциации народов Якутии и других. С учетом всех поступивших предложений, Организационный комитет сосредоточился на теме многонациональности, сохранения языков, укрепления материально-технической базы и открытием новых учреждений культуры. По направлению создания сети домов Олонхо в этом году будет сделан важный первый шаг. Большая работа предстоит по музейному направлению. Мы, когда разрабатывали план, преследовали одну концептуальную цель – это сохранение, приумножение и передача от поколения в поколение нашего культурного наследия, нашего духовного наследия и материального, и нематериального будущим поколениям. И, соответственно, все те мероприятия и события, которые включены в план мероприятия, они подчиняются этой генеральной идеи, цели. Достаточно много интересных проектов, и новые, и старые проекты получают новое развитие. Я думаю, что в этот процесс будут вовлечены абсолютно все жители нашего ЛУСа. У нас много очень творческих коллективов в нашей республике, которые проявляют активную жизненную позицию в развитии нашей республики, и все они будут задействованы в проведении Года культурного наследия. Объявлен старт конкурса по разработке мастер-плана Якутска, который определит основные векторы развития столицы республики в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Сегодня организаторы в режиме ВКС обсудили важные моменты конкурса. Сначала будет отбор участников по портфолио. Далее отобранные участники будут оцениваться в ходе самого конкурса. Итак, выявят финалистов. Эти три команды приедут в Якутск и будут дальше дорабатывать проекты с администрацией города и правительством республики. Также в рамках сбора данных и исследования сейчас идет опрос жителей города по разработке мастер-плана Якутска. В Нерингре ряд улиц перекрыли для уборки. В связи с проведением комплексной механизированной снегоочистки проезжей части дороги по улице Чурапчинская в период 8 по 10 февраля включительно будет перекрыто движение автотранспортных средств. 8 и 9 числа для движения автотранспорта будет перекрыт участок от пересечения улицы Сосновая до пересечения с улицей Кравченко. Движение автобусов будет осуществляться через улицу Строителей. 10 февраля будет перекрыт участок от конечной остановки Чурапчинская до пересечения с улицей Сосновая. Начальная и конечная точка автобусных маршрутов, автобусная остановка СОЖ номер 15. За январь мы в основном очистили, это был проспект Геологов, Мира, Южная Якутска, механизированная очистка дорог. Вот. В настоящее время, как многие, наверное, жители заметили, кто пользуется услугами автотранспорта и кто проживает по улице Чурапчинская, мы ведем комплексную очистку улицы Чурапчинская с вчерашнего дня. Срок окончания данных работ это послезавтра, 10-го, но мы надеемся, что подрядчик обещает закончить в течение следующего дня. То есть в четверг, я надеюсь, что уже будет свободная улица и возможность для проезда граждан, и, соответственно, не будет уже мешать движению общественного транспорта, то бишь автобуса. О событиях в мире. Австралия откроет границы для вакцинированных путешественников с 21 февраля. Спустя почти 2 года Австралия откроет границы для иностранцев. Единственное условие – полная вакцинация, предупредил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон. Подробнее в следующем сюжете рассказывает Андрей Санников.
Австралия полностью откроет свои границы для иностранцев с 21 февраля, заявил премьер-министр Скотт Моррисон в понедельник. Решение он принял почти через 2 года после того, как в марте 2020-го закрыл страну для нерезидентов, чтобы замедлить распространение коронавируса. Условие состоит в том, что вы должны быть полностью вакцинированы, чтобы приехать в Австралию. Это правило. Все должны его соблюдать. И очень важно, чтобы люди понимали это требование, если хотят приехать в Австралию. Если вы привиты обоими компонентами, мы будем рады приветствовать вас. Австралия проводит поэтапное открытие границы с конца прошлого года, позволив в ноябре квалифицированным мигрантам, иностранным студентам и туристам въезжать в страну. Индустрия туризма рада решению, которое было принято за 3 месяца до того, как Моррисону предстоят выборы. Ситуация с COVID-19 в стране в последнее время заметно улучшилась. По словам министра здравоохранения Грега Ханта, число госпитализаций снизилось на 27%. В январе Австралийское управление терапевтических товаров сообщило, что привитые 2 дозами российской вакцины «Спутник Ви» смогут въезжать в Австралию. Далее о спорте. Победитель первых зимних игр «Дети Азии» стал серебряным призером Олимпиады. В Пекине завершились соревнования смешанных команд по прыжкам с трамплина. По итогам выступлений 2-е место заняли спортсмены Олимпийского комитета России. В составе команды выступал триумфатор игр в Южно-Сахалинске, 18-летний уроженец Лениногорска Данил Садраев. Отметим, что для российских спортсменов эта победа в данной дисциплине стала первой с 1968 года. Валентин Ясер признан самым молодым тренером Москвы и Московской области. Специалист попал в мир хоккея по чистой случайности. Его в 4-летнем возрасте в секцию привела мама, для того, чтобы у юноши была физическая нагрузка. В итоге Валентин связал свою жизнь с этим видом спорта. С подающим надежды тренером поговорила Тамара Игнатьева. Опять Валентин Ясер опасно входит в зону. Разворачивается, но будет расставляться. 10 секунд до конца. Бросает сам. Гол! Гол! За 8 секунд. Нерюнгринского района выходит вперед за 8 секунд до конца. Без стремительного и напористого Валентина Ясыр, крайнего нападающего нерюнгринской сборной по хоккею, победа в спартакиаде по зимним видам год назад была бы не такой яркой и эффектной. Сегодня Валентину только 20, а он уже признан самым молодым тренером Москвы и области. И как тренер Ясыр тоже показывает неплохие результаты. Накануне его подопечные, команды ребят 2010 года рождения, приняли участие в первенстве Московской области и завоевали призовые места. Занимаюсь в основном воспитанием молодого поколения хоккеистов для дальнейшего их развития не только как игроков, но и как и личностей. Пытаюсь из них воспитать будущих порядочных людей. Со своими подопечными, по словам Валентина, он быстро и легко нашел общий язык, ведь сам не так далеко ушел от них по возрасту и прекрасно понимает их проблемы. Воспитанники же молодого тренера прекрасно знают, что игру делают в первую очередь упорные тренировки, а вот насколько они будут эффективными, во многом зависит от наставника. Как и в жизни, так и в карьере тренера он тоже очень добрый. Может поддержать, смотивировать или помочь в трудную минуту, если у нас что-то не получается в упражнениях, в тренировочном процессе и так далее. Мне и нашей команде такой тренер очень нравится. Сам Валентин попал в хоккей в 4 года, когда мама привела его на каток для физической нагрузки. Мальчика лед так затянул, что со временем хоккей стал частью жизни. Первым тренером и наставником Валентина стал Михаил Вышеславцев, который отдал более 20 лет работе детским тренером по хоккею с шайбой. Под руководством Михаила Михайловича прошли 10 лет в команде «Энергия». Мой первый тренер был просто как человек порядочный, замечательный, хороший мужик. В первую очередь он воспитал меня как человека, как личность, как настоящего будущего мужчину-защитника. Я ему очень сильно за это благодарен. К сожалению, я не смог ему это в свое время сказать, но так как он ушел с скоропостижной жизни. Я думаю, он бы гордился мной, то, что я связал свою жизнь со своим любимым делом. Валентин вот уже 5-й год живет в Москве. Сначала он продолжил играть в хоккей, нашел команду. Спустя время ее тренер предложил парню попробовать себя в роли наставника. Валентин согласился и прошел обучение. Теперь он тренер команды «Армада» Одинцова. Как признался сам Валентин, сейчас он больше сосредоточен на тренировках, чем на игре. Пожелаем земляку способных спортсменов верной стратегии и успешной тактики игры, весомых побед и большой удачи. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри.
Январь 2021 года в Якутии назвали самым холодным за последние 30 лет. В Алмазном регионе зафиксировали экстремальные температуры на 6-8 градусов ниже нормы. Нынешний январь, напротив, порадовал несвойственным для северной зимы теплом. В Ленском районе среднемесячная температура была на 2 градуса выше нормы, в Мирнинском на 7. Теплым оказалось и начало февраля. Однако о весне думать пока рано, говорят синоптики. Через северо-запад на территорию западных районов будет смещаться холодный арктический воздух. Мы ожидаем прекращения осадков и понижения температуры воздуха где-то примерно до нормы. То есть это ночная температура в пределах 36-41 и с амплитудой в 10 градусов. То есть дневная температура 25-30 градусов. Национальный парк Ленские столбы готовится к открытию туристического сезона, который состоится 19 февраля. Подготовка объекта к открытию зимнего турсезона идет полным ходом. Государственные инспекторы парка полностью расчистили тропу и смотровую площадку. Приступили к заготовке льда для ледовых скульптур и ледовых горок. Также заготовили дрова для топки гостевого дома и произвели предварительные промеры толщины ледового покрова для пробивки автозимника Батамай-Лабуджак к подножию Ленских столбов. Вы смотрели итоги дня. Всего доброго.